тепличном агрокомплексе приятная суета. Рабочие на разных уровнях производств трудятся, чтобы получить богатый урожай томатов. К слову, первые в этом году уже успели собрать почти 200 тонн продукции. Все дело в правильном ухаживании за растениями, делится аграрий. У нас применяется малообъемная технология выращивания. Это что означает? Растения наши растут не в грунтах, не на земле, а вот в этом ограниченном малом объеме субстрата. Субстрат обычно используется разный. Органический, неорганический, минеральная вата, торф, кокос. В данном случае это менее 4 литров на каждое растение. Объем. Находится корневая система. Субстрат, в котором находится, он полностью инертный. То есть там нет никаких элементов питания. Все, что растение получает, это только то, что мы даем. Тивей, Фаворита, Минар, Гусарский и Черри – это далеко не весь список обширного разнообразия сортов томатов, которые выращивают на 10 гектарах агрокомплекса. Но особенно среди прочих выделяются необычные помидоры желтого цвета. Как нам пояснили, это экспериментальный сорт лимончелло. Это один из сортов, который у нас на испытании. Это сливовидный томат, отличается желтым цветом плодов. Тоже как эксклюзивный. Пока мы в больших количествах не собираемся его, посмотрим, как рынок, как будет востребован. Чем интересен? Тем, что у него форма необычная и цвет уникальный. Похож на лимон, правда? В агрокомплексе предусмотрена технология подачи питательного раствора компьютеризированной системой. Для этого во втором блоке оборудованы 8 емкостей с чистой водой объемом 200 кубов каждый. Прежде чем подать на грядки, воду смешивают с маточным раствором минеральных удобрений. В каждых баках свои виды удобрений. Некоторые нельзя смешивать, реакция происходит, выпадает осадок и так далее. От этих баков маточных белых идут трубки, вот они видны, вот к этой установке. Это миксер. На нем стоят насосы, перемешивание вот в этой синей емкости и подача маточных растворов удобрений, именно дозирование в той дозе, в той концентрации, которая нам требуется. До конца года аграрии планируют собрать здесь около 5000 тонн продукции. Ожидается, что предприятие станет одним из крупнейших в сфере агропромышленных комплексов республики и позволит полностью обеспечить регион овощами и выйти на экспорт. В дальнейшем агрокомплекс Сунжи планирует расширить производство овощей на площади до 20 гектаров и построить оптово-распределительную базу. Это обеспечит население республики и других регионов конкурентоспособной продукцией высокого качества в рамках программы импортозамещения. Более того, реализация инвестпроекта в полном объеме увеличит собственные доходы региона, а также позволит создать более 200 рабочих мест. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.